вечер, уважаемые слушатели. Наступила весна, а это значит, что пришла пора узнать новые имена. Новые имена — так называется благотворительный фонд поддержки молодых музыкантов. Его основала Ивета Воронова, чье имя и носит фонд сегодня. А президентом фонда является выдающийся музыкант, пианист, народный артист России Денис Мацуев. Каждый год преподаватели фонда делают конкурсные просмотры в регионах России, проводят мастер-классы, а лучшие юные музыканты получают стипендии на участие в международной летней творческой школе города Суздаль. В нашей республике проект фонда «Новые имена» называется «Марафон искусств на родине Чайковского». Этот масштабный образовательный проект организован Удмуртской государственной филармонией и детской школой искусств номер 2 города Ижевска и проводится в республике уже в 4-й раз. Ну а тем, кто достойно прошел конкурсные испытания и стал финалистом марафона, предоставлена честь выступить с одним из лучших творческих коллективов Удмуртии – Государственным симфоническим оркестром Удмуртской республики. Музыкант, который открывает концертную программу, стал стипендиатом фонда в 2019 году и уже прошел международную школу в городе Суздале. Открывает наш концерт концертина Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Произведение было написано для юного 15-летнего сына Шостаковича Максима, и изначально оно существовало в переложении для 2 фортепиано. Но позже, по просьбе оркестрантов и согласия Ирины Шостакович и фонда Шостаковича, была сделана аранжировка заслуженным артистом России Виктором Козодовым. Именно в этом варианте произведение и прозвучит сейчас. Солист, ученик детской школы искусств номер 2 города Ижевска Максим Логинов, класс преподавателя Александры Викторовны Левицкой. Дирижер, приглашенный дирижер Государственного симфонического оркестра Удмуртской республики, заслуженный деятель искусств Удмуртской республики Николай Роготнев.
нашей республики особенный. Совсем скоро, 7 мая, несмотря ни на что, мы будем отмечать 180-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Нашу программу продолжает музыка нашего земляка. Ноктюрн Петра Чайковского звучит в исполнении финалиста марафона, участника заключительного концерта, ученика детской школы искусств номер 9 города Ижевска Льва Волкова, тромбон. Класс преподавателя, заслуженного работника культуры Удмуртии Виктора Петровича Гацинбелира.
сейчас мы услышим музыку итальянского композитора, который был удостоен чести повторить на премьере полностью все свое сочинение. Казалось бы, ну и что такого повторение сочинения на бис? Но если учесть, что это была целая опера, и всю оперу «Тайный брак» этого композитора, эту оперу повторили от начала до конца. Чем же так подкупила музыка этого композитора? Красивыми мелодиями, которые этот композитор, современник Моцарта, щедрой рукой рассыпал не только в оперных произведениях, но и в том концерте, который прозвучит сейчас. Доменика Чиморозо. Концерт для двух флейт с оркестром, третья часть. Солисты: учащиеся детской школы искусств номер 2 города Ижевска, финалисты марафона искусств прошлых лет Валерия Росомахина и Павел Волков, класс преподавателя, заслуженного работника культуры Удмуртии Ирины Васильевны Ходыревой, дирижер Николай Роботнев.
Дорогие друзья, вот уже 3 дня продолжается наш марафон солистов юных с симфоническим оркестром. Надо сказать, что концерты, которые идут 3 дня подряд, это, в общем-то, непростое испытание. Оно является непростым не только для детей, но, в общем-то, даже и для нас, взрослых музыкантов. Но есть в нашей команде исполнитель, КПД которого зашкаливает, наверное, за 200%. За эти 3 дня он успел потерять мундштук за несколько секунд до выхода оркестра на сцену, и этот мундштук искал весь оркестр вместе с техническим персоналом. Он успел 100-500 раз выглянуть, и каждый раз в неизвестных местах из-за кулис во время всех концертов, а также оторвать, отскрести, отвинтить все, что отвинчивается, отрывается и отскребается за кулисами в то время, пока идет концерт. Итак, встречайте самый юный участник нашего концерта, самым тяжелым музыкальным инструментом баритоном, ученик специальной музыкальной школы при Республиканском музыкальном колледже Иван Русских, класс преподавателя Антонины Сергеевны Студневой, чешский композитор Ян Владислав Душек, старинный танец. Иван Русских. Участникам марафона искусств, что попали в финал, даже если они и не стали стипендиатами фонда «Новые имена», им уже повезло. Все они удостоены чести присутствовать на концерте президента фонда «Новые имена» Дениса Мацоева. Мы надеемся, что этот концерт нашей республики все-таки состоится, потому что именно на концерте Дениса Мацоева сам президент из своих рук вручает юным стипендиатам те стипендии, которые дают им, в общем-то, путевку в будущее. Музыкант, который выйдет сейчас на сцену, не исключение, он тоже стал финалистом марафона. Он играет на фаготе, а в конкурсных состязаниях в этом году номинация «Деревянные духовые инструменты» была самой многочисленной. В ней приняли участие 122 человека. Это был трудный конкурс. Герман Карепанов, мелодия, солист, студент 2-го курса Республиканского музыкального колледжа Григорий Русанов, класс преподавателя, заслуженного работника культуры Удмуртии Рашита Салиховича Хисматуллина.
Номинация «Струнные смычковые инструменты» представлена на марафоне уже в третий раз. Но в течение 2 лет в этой номинации не было стипендиатов. И этот год завидное исключение. Наш концерт продолжает стипендиат фонда «Новые имена». А это значит, что она поедет летом в творческую школу города Суздаля. Мирослав Скорик, испанский танец, солистка, ученица специальной музыкальной школы при Республиканском музыкальном колледже Полина Ушакова, класс преподавателя, заслуженного работника культуры Удмуртской республики Татьяны Павловны Белава.
На заключительный концерт марафона искусств в этом году приехал вице-президент фонда «Новые имена» Александр Арутюнович Петросян. А заключительный концерт состоялся в пятницу 13-го, вот совсем недавно. И именно персональным решением вице-президента было увеличить от Удмуртии количество стипендиатов, добавить кандидата. Что значит быть кандидатом? Это значит терпеливо ждать в своей очереди, когда освободится место в международной летней школе. Мы всей душой, всем сердцем желаем, чтобы тот музыкант, который выйдет сейчас на эту сцену, попал в этом году в международную творческую школу в городе Суздале. Гаэтано Доницетти, концертино, солист, ученик детской школы искусств номер 9 города Ижевска Матвей Чирков, кларнет, класс преподавателя, заслуженного работника культуры Удмуртии Галчачак Айратовны Нуриевой.
стоял до последнего, пока не окончились аплодисменты, а дети, видите, стесняются. В прошлом году фонд «Новые имена» выиграл грант президента. И по новым правилам, теперь согласно новым правилам, стипендиат должен трижды подтвердить свое высокое звание. То есть трижды стать лучшим в своей номинации. Поверьте, это очень трудно. Но и такие дети у нас есть. Иоганн Кванц, концерт для флейты с оркестром «Соль-мажор», первая часть. Солистка, ученица специальной музыкальной школы при Республиканском музыкальном колледже Инна Гоц. Класс преподавателя, заслуженного работника культуры Удмуртии Ирины Германовны Свешниковой.
Творческие состязания юных всегда проводятся весной. И мы бы хотели завершить наш концерт музыкой самого весеннего композитора. Сергей Рахманинов, концерт номер 2 для фортепиано с оркестром. Первая часть. Солистка, стипендиат фонда «Новые имена», студентка второго курса Республиканского музыкального колледжа Полина Белоусова, класс преподавателя, заслуженного работника культуры Удмуртии Светланы Петровны Быковой. Дирижер, заслуженный деятель искусств Удмуртской республики Николай Роготнев.
Дорогие друзья, ну вот наступил самый торжественный момент благодарности нашим детям за то, что они выдержали этот марафон. Вначале марафон конкурсных состязаний, а затем марафон концертов с симфоническим оркестром. И Удмуртская государственная филармония награждает участников концерта детей благодарственными письмами. Итак, я приглашаю на эту сцену Максима Логинова. Льва Волкова и Валерию Росомахину. Павла Волкова и Ивана Русских. Григория Русанова и Полину Ушакову. Матвея Чиркова. И Инну Гоц. Полину Белоусову. Дорогие друзья, ну вот они, новые имена 2020. Но они бы не состоялись, если бы в этом деле им не помог приглашенный дирижер Государственного симфонического оркестра Николай Роботнев, который тоже получил благодарственные письма. Государственный симфонический оркестр Удмуртской Республики, художественный руководитель и главный дирижер коллектива Азат Максутов. Дорогие друзья, вела церемонию Евгения Новоселова. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!